Самым массовым реактивным боевым самолетом в истории авиации стал советский МиГ-15. Он превзошел по объему производства даже американский F-86 Sabre. Оба самолета стали символами холодной войны, впервые столкнувшись в воздушных боях Корейской войны. Самолеты были передовыми для своего времени, но имели различия в конструкции, вооружении и тактике применения. МиГ-15 превосходил противника в вертикальных маневрах и вооружении, а F-86 в горизонтальной маневренности и оснащении электроникой. Советские летчики использовали преимущество в высоте, атакуя F-86 сверху. Американские пилоты, в свою очередь, использовали радиолокационные прицелы для повышения эффективности стрельбы. По официальным советским данным, за время Корейской войны общие потери МиГ-15 составили 659 машин. По американским данным, общее число потерянных сейбров достигло 250.